Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей. Сегодня у нас пятница, а значит очередной кулинарный влог. И, по-моему, сегодня 5-й выпуск, такой маленький юбилей. И я предлагаю в честь юбилея сделать довольно простой, очень простой салат. Но поверьте мне, он очень-очень вкусный. Если вам интересно, то приготовьте ложки, вилки, и мы начинаем. Приятного аппетита! I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Нам понадобится всего лишь два продукта. Это у нас болгарский перец и баклажаны. Друзья, смотрите, у меня баклажаны, это заготовка, зимняя заготовочка. У меня мама их пожарила и заморозила. Вот, поэтому я их сейчас реанимирую и расскажу. Очень, кстати, очень удобно и очень вкусно. Так, ну, если у вас нет жареных баклажан, как у меня заготовочки, поэтому вам придется их пожарить. Понадобится, значит, нам подсолнечное масло. Теперь нам нужно будет сделать заправочку. Для заправки нам понадобится соевый соус. Я уже вам говорил, что я использую исключительно только вот простой вот такой соевый соус. Мне он очень нравится, поэтому я вам его рекомендую. Также для заправочки нам понадобится молотый черный перец. Понадобится нам мед. Обожаю мед. Понадобится бальзамический уксус. Но у меня бальзамического уксуса нету, поэтому будем использовать обычный. И зубчик чеснока. Зелень, петрушка. У меня тоже зелени на момент съемки нету. Но вот в том-то и заключается наша фишка, друзья. То, что есть, то и есть. Итак, вот все продукты. Пока у меня баклажаны реанимируются, смотрите, что я с ними обычно делаю. Я их оттаиваю, да, они оттаивают. И я их еще на сковороде без масла, так как они жареные, они уже с маслом. Я их на сухой сковороде немножечко поджарю. Уберу вот этот вот запах, если он есть, холодильника, не знаю. Но после вот этой вот обработочки на сковороде, на раскаленной, они прям свежие-свежие, как будто только с огорода. Ну что, теперь нам надо приготовить заправку, чтобы она пока настоялась. Для этого нам понадобится соевый соус. Ну, я вот думаю, сейчас буду смотреть так. Столовые, ну, наверное, 2-3 столовые ложки. Пусть будет 3. Я приблизительно смотрю на продукты, которые у меня на столе, да, чтобы мне хватило. Так, столовая ложка меда. Да что я не приготовил? Меда. Ну, вот как-то вот так вот мы сделаем. Так, теперь нам надо чеснок почистить. Ну и если у вас есть чеснокодавка, вы, конечно, можете воспользоваться чекоснодавкой. У меня чеснокодавки. У меня есть, но она мне не нравится. Не очень. Вот. И этот зубчик нам надо добавить. Ну, залезем. Упал. Вот так вот. Так, теперь что у нас? Теперь мед. Теперь надо соединить все эти продукты, так как мед очень сложно. Вот, можно, в принципе, нагреть его, да, то, чтобы он растаял. Но я думаю, что немножечко Давайте я, наверное, сейчас отключусь, растворю мед в соевом соусе и вернусь к вам. Так, ну вот, в принципе, я мед растворил. Тут еще чуть-чуть есть, но это не критично. Я думаю, что еще, пока мы будем сейчас готовить баклажаны. Так, ну что, добавляем уксусу. Ну вот я не знаю, добавлю чуть-чуть, буквально
капитушечку, наверное. Знаете, лучше добавить еще, чем лишнего. Вот, ну, знаете, даже практически, видите, вот она капитушечка. Да, друзья. Будьте аккуратны с уксусом. Ну и О, господи, я засмотрелся. По-моему, многовастенько поперчил. Ну ладно. Надеюсь, что не перестарался. Вот, мед практически весь. Да, я слышу тебя. Это у меня кричала микроволновка. Говорила, что Лёша, забери свои баклажаны. Видите, вот они еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, и они оттают. Так, включаем сковороду. Вот, и вот, в принципе, я сейчас, как вам говорил, я буду их обжаривать. Видите, ну, мама у меня их заготавливала, чтобы, ну, вот, можно куда угодно использовать. Видите, они вот такими полосочками. Я их сейчас, еще раз вам говорю, ошпарю на сковороде, чтобы их реанимировать. И потом мы с вами их еще нарежем. Так, сегодня у меня вот так вот. Вот, я пока даже не знаю, как я их нарежу, потому что вот вообще я вам рекомендую брусочечками их нарезать и обжарить. Если вы, друзья, используете сырые баклажаны, то нарежьте брусочками, их обжарьте брусочками. У меня, видите, это заготовка такая вот классическая. То есть можно майонезик, помидорку, майонезик с чесноком, помидорочку. И вот я делал еще вот так вот рулетики. Вот сейчас я даже не знаю. Может быть, кстати, как вариант, можно перец скрутить, как рулетиками. Так, ну что, чтобы не растягивать время, я отключусь, раскалю сковороду, обжарю баклажанчики и вернусь к вам. Друзья, я все вам обещал показать мою плиту. Вот она у меня, моя плита страшная. Такая плита. Духовка у меня уже не работает. И здесь, знаете, что тоже вот эта, по-моему, комфорка еще маломальски дышит. Это вот не работает, это тоже не работает. Приходится вот на такой маленькой все делать. Вот таким образом я сейчас реанимирую. Жду, когда получу от компании сертификат по президентскому клубу. И пойду себе на этот сертификат, добавлю еще деньги и пойду покупать новую плиту. Знаете, хочу стеклокерамику купить. Напишите, пожалуйста, у кого дома стеклокерамика плита, насколько она вам нравится. Советуете ли вы ее покупать или все-таки комфорочная лучше? Напишите, пожалуйста, у кого. Напишите ваше мнение. Так, баклажанчики готовы. Теперь нам нужно их будет нарезать. Еще раз напоминаю тем, кто, может быть, пропустил, то, что баклажанчики эти у меня были в заморозке. Это заготовочка на зиму. Поэтому они вот в таком формате нарезаны. Потому что мама любит делать рулетики с них. Я тоже иногда делаю рулетики. Вот, но нам нужно будет их нарезать. Потому что мы их будем делать салат. Я, наверное, вот такими вот что-то типа брусочков, да, мы сделаем. Вот, а вы, если у вас баклажаны цельные, да, то вы изначально их готовите, режете и обжариваете брусочками. Поэтому, конечно, брусочками было бы и симпатичнее, наверное, и удобней. Но что есть, как говорится, да? Так, смотрите. Вот я, в принципе, их нарезал.
теперь нам нужно нашу заправочку к баклажанчикам и хорошо перемешать, чтобы они пропитались очень хорошо. Чтобы они у нас пропитались. Друзья мои, ну это божественно. Уже запах такой. Шикардос. Шикардос. Все. Пока пусть они стоят, настаиваются, мы с вами нарежем болгарский перец. Ой, ну выглядят они очень симпатично на камере. Я прям не могу, слюньки слюньками. Вот, ну что, так, ложечку я уже убрал в раковину, поэтому достану другую ложечку. Начнем резать болгарский перец. Смотрите, ну, здесь тоже как бы нету, да, каких-то, я не знаю, ну, так, как бы нам его нарезать, чтобы... Ну, наверное, тоже, знаете, у нас здесь же получилось, смотрите, как бы такие вот ромбики, кубики, да? Наверное, мы так и сделаем с перцем болгарским. Как-то вот. Вот. Да? Вот такого типа мы нарежем. Нет, мне кажется, сильно крупно тоже, наверное, не надо, Поэтому нет, друзья, сильно крупно вот это я нарезал. Поэтому немножечко смельчим. Ух ты, ножик-то у меня ступился. Я к этому кулинарному влогу плохо подготовился, друзья. Плохо подготовился, поэтому... Вот. В принципе, все у меня готово. Сейчас посмотрим, какое у нас тут состояние. Потому что я хочу, чтобы... Давайте дадим постоять еще, наверное, с полчаса баклажанам, чтобы они промариновались в нашей заправочке. И только потом добавим болгарский перец. Так, друзья, полчаса прошло. Смотрите, весь сок практически, весь маринад впитался, что меня это очень радует. И теперь добавляем наш перец. И тщательно перемешиваем. Я говорил в начале или нет, у меня нет петрушки, поэтому вы можете добавить петрушечки. Вот. Ну что, теперь самая главная, наверное, ответственная часть — это дегустация. Ох, что у нас получилось. О, какая красота. А запах, друзья мои, запах — это что-то с чем-то. А вернее, это баклажаны, жареные баклажаны с болгарским перцем. Запах лета, друзья, запах лета. Ну что, будем пробовать, что у нас получилось. Прям боже мой, экстаз. Это что-то. О, боже мой. У меня нет слов. Я в экстазе. Я просто обожаю баклажаны. Друзья мои, бросайте сейчас все дела. Слушайте, я ни разу не делал. И поэтому не знаю, что получится. У меня есть еще острый перчик. Острый перчик. Вот такой, кстати, обалденная вещь. Рекомендую.
Я думаю, что может быть попробовать еще добавить сюда этого перчика. Ну, кто любит остренько, да? Слушайте, ну меня прямо осенило, Давайте попробуем. Только бы не испортить. Господи, боже мой. Так, наверное, вот маленькие вот три. Вот такие вот, наверное, 3. Они очень, ребята, они очень остренькие, но клевые. Клевая вещь такая. Сейчас мы их... Мне немножечко неудобно это делать сидя. Слушайте, ну ножик некому наточить. Сейчас закончу съемку и буду точить ножик. Вот. Ни пуха, ни пера. Баклажаны к черту. Вот так вот. Вот за это мы любим наш кулинарный влог, что у нас импровизация на каждом шагу. Прям я не знаю. Слюни бегут. Боже мой, что я с вами делаю? Ну что я с вами делаю на ночь глядя, друзья мои? Ну вот. Ну, сейчас я, конечно, не уверен, что... Ну вот я вот увидел и попытаюсь сейчас уже попробовать с острым перчиком. Да, очень даже вкусно. Но будьте аккуратны, не добавьте слишком много. Друзья мои, спасибо большое, что досмотрели этот очередной кулинарный влог. Это у нас получается 5-й, ну, маленький такой юбилейный выпуск. Спасибо вам еще раз за то, что вы пишете ваши отзывы. Есть уже люди, которые прям следом же начинают повторять, делать салатики. Я очень этому рад и благодарен. Но у нас есть маленькая проблема. Кулинарные влоги продолжают мало набирать просмотров. У меня к вам большая просьба. Пожалуйста, делитесь кулинарными влогами со своими родственниками, друзьями, близкими. Под описанием видео есть ссылочка, есть такой клик «Поделиться». Нажмите и поделитесь в той социальной сети, где вам удобнее. Можно скопировать ссылочку и поделиться со своими родственниками в группе в WhatsApp. Вот, я вам буду очень благодарен. Да я уверен, что и ваши друзья и родственники тоже будут благодарны, потому что вот у нас вот такой вот замечательный кулинарный влог. На этом у меня все. До встречи в следующем 6-м выпуске нашего кулинарного влога. Всем пока-пока. Пока.